директор швейной фабрики «Енил». Это, наверное, самое крупное предприятие в легкой промышленности. Нас наши коллеги называют флагманом, потому что на следующий год нашему коллективу 70 лет. Были разные времена, но, наверное, руководители, которые умели руководить, сохранить, создать, приумножить, им всем удалось, в том числе и нам, сохранить коллектив до сегодняшнего дня. И будем говорить, наша фабрика при всех времен, то она была классическое предприятие, я назову даже ее стратегическое предприятие. Потом, начиная где-то с 1987 года, фабрика единственная, которая провела тех перевооружений в то советское время и внедрила новую линию по пошиву мужского костюма, где мы начали работать с итальянцами. Получается, с 90-х лет мы стали продвигать товары Енила, и в том числе мы стали нашу республику представлять в Европе. Конечно, за эти годы фабрика имеет долгосрочные контракты с Францией, Италией, Германией, Австрией, Польшей, Румынией. Наверное, благодаря труду каждому человеку, благодаря, наверное, тем проектам, которые мы внедрили в плане, чтобы технология и качество достигло международный стандарт. Коллектив имеет стабильных специалистов, профессионалы своего дела. Имеем экспериментальный цех, который сами разрабатывает модели как для внутреннего рынка, так и для внешнего рынка. Специалисты, которые работают над каждой моделью, даже полученной от иностранного клиента. Я очень горда, что я 43 года работаю в этом коллективе. И таких, как я, очень много на нашей фабрике. Потому что мы любим и нашу фабрику, и любим нашу республику. Мы именно те граждане, простые, рабочий класс, которые работаем у себя дома. И которые делаем красивые вещи. И хотелось бы, чтобы жители Молдовы или все покупатели нашей республики оценили труд молдавских производителей. Принимаем участие не только в молдавских выставках, но и за рубежом. Недавно вернулись из Франции, были в Италии, были в Германии. Наши изделия пользуются спросом. И у фабрики большой авторитет не только в Европе, но и за океаном. Потому что первые клиенты, с которыми фабрика работала, были американские фирмы и канадские фирмы. Арли Фейшн, Ирвин Фейшн. С года в год уровень не только качества, но и объем производства, объем продаж, он растет. И, наверное, исходя из этого, уже и благополучие коллектива. Конечно, работаем в плане заработной платы. Постоянно мы работаем и сейчас, в преддвериях, будем или накануне Нового года, или до Нового года, мы работаем над тем, чтобы увеличивать еще заработную плату. Потому что если зарплата не будет конкурентоспособна на рынке Молдовы, то, конечно, будут проблемы с рабочими. Самая большая проблема на сегодняшний день – возможности есть, оборудование есть, нету квалифицированных швей. Не только у нас, но, наверное, у наших коллег. Поэтому постоянно проводим разные рекламы, обучаем себя на предприятии, делаем особые льготы для той категории, для той молодежи, которая приходит на работу. Но, к сожалению, не выдерживает наша молодежь темп работы в легкой промышленности. Если говорить об объеме продаж по сравнению с прошлым годом, с 2013 годом, он вырос практически до 10%. В этом году мы планируем такую же цифру, чтобы превышал по сравнению с соответствующим периодом прошлого года где-то тоже на 10%. А что есть... Если говорю в деньгах, около 68 миллионов. Говорим, было 62, 63, 65. Планируем. Все зависит, у нас работа есть, все зависит от того, как мы будем укомплектовать еще фабрику рабочими, потому что мы хотим открыть новую линию моделями малой партии, для жителей республики. Если говорить о средней заработной плате, она выше, чем средняя заработная плата по республике. Другое хочу отметить с гордостью, что мы выдаем зарплату
по белому, ни в каких конвертах. Каждая работница в конце месяца имеет право посмотреть, сколько она заработала. Другое, у нас социальный пакет очень стабильный на предприятии. Мы даем компенсацию на питание, даем компенсацию на транспорт. У нас есть разные положения о премии, премиальной оплаты. И в этом направлении работаем постоянно. Я так думаю, что из года в год будем стараться увеличивать проценты премиальной платы, исходя из нормы выработки, которую выполняет каждая работница. Ну, если говорить о социальном пакете, столовая своя имеем, спортзал, медицинский пункт, база отдыха, общежитие. Молодежь имеет право проживать у нас в общежитии, конечно, по ценам, доступным для нашей молодежи. Условия труда в цехе у нас очень хорошие, кондиционирование воздуха летом, зимой тепло, светло. Созданы все нормальные условия для выполнения тех показателей, тех задач, которые стоят перед коллективом.